Учитель – это человек, который учится всю свою жизнь. Я не помню, кто сказал, вы уж простите. Но сказано в тему, как говорится. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И ректор Института развития образования Чеченской Республики Ганга Эльмурзаева. Заслуженный учитель Чеченской Республики. Машолар. День маршал. И сразу переходя к нашему разговору. Если мне не изменяет память, вы возглавляете Институт развития образования Чеченской Республики аж с 2008 года. Да. Я прав? Да, вы правы. Можно сказать, вы создавали его. Вы стояли у истоков этого института. Вот какими они были эти 15 лет? Что было самым сложным, а что вспоминается с радостью? Ну, практически можно сказать, что все вспоминается с радостью, именно потому, что все было очень сложным. Не могу сказать, что я создавала этот институт. Институт был создан еще в 30-е годы. И вот в следующем году... Вы уже далеко тогда, да, в глубину нам туда. исполняется 90. Вот опередили меня, лет. опередили. Вот, поэтому... Но были известные нам годы, когда работа института была практически прекращена. И вот по новой институт начал работать полноценно со своим зданием, со своими педагогами, с методистами. Это был действительно 2008 год. И трудно было что? Трудно было, ну, за эти годы промелькнула вся система образования, собственно говоря, перед глазами. И эта система очень сильно менялась. От полного приятия вариативной системы образования, когда ведущие академики, педагоги говорили о том, что не может быть один и тот же урок в одно и то же время в Чеченской Республике и где-то на Камчатке, что система образования должна быть вариативной, что все должно развиваться по своим особым законам. И до полного отрицания сегодня, когда выстраивается вертикаль системы образования, и речь идет о том, что должна быть единая система образования, единый учебник и единые уроки от Чеченской Республики и до Камчатки. И кто оказался прав от Чеченской Республики до Камчатки? Время покажет. Еще не показал. Оказался прав. Еще пока ждем. Да, ждем результатов выстраивания и ориентации на новые обновленные федеральные основные образовательные стандарты. А что думает об этом Ганга? Ну, Ганга думает, что и первые стандарты принимались, когда мы только возглавили институт, уже через 2 года был введен обновленный стандарт в систему образования, и работа учителей практически перестраивалась полностью. Было очень тяжело, было очень сильное сопротивление учительства. Ну, любой человек сопротивляется всему новому, потому что все новое каким-то образом затрагивает лень нашего ума. А лень нашего ума – это сохранение нашего здоровья. Во всяком случае, так говорят врачи. Хорошо сказано, надо запомнить. Вот. Хорошо, Ганга, а что сегодня представляет собой Институт развития образования Чеченской Республики? Ну, во-первых, институт поменял свое название. Раньше это был Институт повышения квалификации учителей. За эти последние 3-4 года все институты страны практически стали институтами развития образования. Это определяет саму цель, стратегическую цель институтов. Название обязывает. Я иногда, когда думаю, что я возглавляю такой серьезный по своему названию институт, мне иногда кажется, оправдываю ли я само название этого института своим руководством в этом институте. И к какому мнению приходите? Ну, когда что-то получается, мне кажется, как здорово, что я здесь со своим коллективом справляюсь с этими задачами. Когда что-то не получается, кажется, нет, уже пришла пора, надо думать о том, что вот где-нибудь в тихом месте, обучая детей, исполняя свою заветную мечту стать педагогом, в какой-нибудь школе надо преподавать, отдать бразды правления молодым. Потом опять появляется желание, не, еще не все потеряно. Так что бывает по-разному, как, наверное, у каждого человека в этой жизни. Но учитель остается учителем. Учитель всегда в любом остается случае. учителем. Да.
Смотрите, 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Вот тут я хочу задать вам вот такой вопрос. Каким он был этот год для Института развития образования Чеченской Республики? Можно говорить об итогах? За этот год? Да, фактически уже можно говорить об итогах. И вот я никогда не приходила на телевидение с бумажками, и первый раз пришла с бумажками, потому что объем тех мероприятий, тех событий, которые сегодня происходят в системе образования, все труднее становится удержать в голове, все труднее становится в этом информационном потоке ориентироваться. Их очень много. Но задача института, чтобы они не стали мероприятиями, а чтобы они по своему содержанию соответствовали событийности. Получается? В основном, да, получается. И мы этому очень рады и считаем, что в этом заслуга и Министерства образования и науки Чеченской Республики, которые в большинстве своем инициируют многие проекты. Но и потом в том, что сам институт сегодня по своим масштабам, по своей структуре, по своему комфорту, это один из самых красивых институтов и комфортных институтов развития образования, во всяком случае, я бы сказала, на Северном Кавказе. Это все заслуга министра образования Хошбауди Буарыч. Это говорит директор или просто учитель? Это говорит просто учитель. И мне кажется, меня бы сегодня поддержали многие учителя республики. Мы сделали все, чтобы им приятно было приходить в этот институт. Институт развития образования должен демонстрировать место, где учитель может повысить не только свои знания, но приобрести что-то новое для своего культурного развития, где он видит, как нужно одеваться, как нужно стоять, как нужно говорить, и что учитель – это статус достаточно высокий, что этому статусу и этому имиджу надо соответствовать. Статус достаточно высокий. Хорошо говорить. Даже так очень хорошо. Итак, про итоги. Учусь. Про итоги. За этот Да. год. И вот, если говорить о проектах, мы сегодня в нашем институте реализуем 12 проектов. Это проекты внутриреспубликанские. Так. Среди них лидеры в образовании. Этот проект был инициирован 3 года назад, и он продолжается в нашей республике. Это проект, который готовит управленцев. Он очень интересный проект. Как правило, в этом проекте выступают молодые педагоги, молодые заучи. Раньше в проект допускались просто молодые люди, которым был интересен этот проект. С прошлого года в проекте, как правило, участвуют только работники системы образования. Вы готовите управленцев для нашей системы образования? Конечно, для новых образовательных учреждений нашей республики. А с чем это связано? Это связано с тем, что за последние годы очень много образовательных организаций выстроено в Чеченской Республике. И вот к нам приезжает очень много делегаций, они признают, что таких красивых школ, они прямо говорят, мы вам завидуем. Таких красивых школ у нас сегодня нет. У нас в регионе их очень много, более 20, 27 школ практически ежегодно строятся в Чеченской Республике. В этих школах нужны педагоги, нужны коллективы и нужны готовые директора, управленческая команда. Поэтому вот мы как раз в этом проекте стараемся готовить управленческие команды для школ. Очень активное участие в этом проекте принимает лично сам министр, он его курирует, этот проект. И это один из любимых проектов в республике, надо сказать. А еще какие есть у нас? Еще у нас есть проект «Урок на сцене». Это опять проект инициированный Я что-то вот про это слышал. Урок на сцене. Вот тут можно расшифровочку немножко? Вот как это урок на сцене? Как это все происходит? Я вообще приглашаю телевидение посмотреть на этот наш урок на сцене. Это удивительный проект. Ну, когда институты ездят на уроки к учителям и как бы говорят, вот структурно здесь соответствует, методически здесь не соответствует, здесь вам надо постараться сделать... Методисты, они тоже люди разные. Некоторые умеют это преподносить правильно и правильно говорить учителям. Но это технологическая какая-то Но подготовительная часть. Но урок на сцене. Да, учитель всегда, бывает не всегда доволен критикой в свой адрес, хотя критиковать надо не учителя, а именно урок. И он говорит, а ну-ка вы сами покажите. Ну, если вы такие умные, покажите сами.
И вот, услышав такую фразу, министр сказал: а ну-ка покажите сами. Давайте мы с вами синициируем урок на сцене. Это реальный урок, это не имитация урока, это реальный урок по текущему планированию учителей. Где дети? Тематическое, где дети. У детей микрофоны, на сцене стоят парты, за партами сидят реальные дети, и с детьми этот урок не Стандартный урок 40-45 минут. Стандартный урок 40 минут проходит. И зрители в зале. И зрители в зале, в качестве зрителей у нас сидят учителя, у нас сидят, у нас сейчас есть такой проект, как педагогические классы. Вот у нас сегодня в республике 67 педагогических классов, но это может быть отдельная тема нашего разговора, это подготовка кадров будущих для нашей республики. Представители педагогических классов, а также студенты наших колледжей и наших высших учебных заведений. Нет, подождите, как воспринимается вот этот урок на сцене? Вот что меня заинтересовало, урок на сцене. Вот как это все воспринимается учителями, учениками? Во-первых, сами дети, конечно, с большим энтузиазмом и интересом воспринимают все это. Мы почему-то думали прежде всего, что они будут бояться. Но мы получили непосредственную реакцию от детей. Дети ведут себя ровно так, как они вели бы себя в классе на уроке. Их ничто не смущает. И зрители не смущают? И зрители вообще относятся с любовью и уважением к детям, которые решились на это. Чья идея? Министра образования. Министр образования Чеченской Республики. Чеченской Республики, да, Евхошбау Дибуарович. Ну, Он ребята, нас вы даете. спровоцировал на такую вещь. Ну, ребята, вы даете. А вот больше всего, кто волнуется, это сам учитель. Конечно, нам не всегда удается избежать этого волнения, но цель была какова? Урок должен быть уроком. На уроке происходит все самое священное действие, когда учитель передает, пытается организовать деятельность детей и пытается сделать так, чтобы добиться какого-то результата этого урока. Вот учитель не всегда понимает, что у каждого урока должен быть результат. За 40 минут чему-то ребенок должен научиться. Наша цель была показать, что можно научиться, что цели на уроке должны, если правильно ставится цель урока, конец урока даст обязательно какой-то результат. Но то, что происходит непосредственно на самом уроке, иногда это чистейшая импровизация. Ну и все-таки Потому это же что вот... дети ведут себя непредсказуемо. Вот. И в этой ситуации учитель, именно здесь проявляется реальный талант учителя, когда в этой импровизации учитель должен суметь организовать свою деятельность соответствующим образом. То есть любую кейсовую ситуацию, возникшую на уроке, он должен тут же решить. И у него под рукой нет подсказок, как это сделать. Вот в этом гениальность учителя. Цель оправдывает средства, как говорится. Да. Сколько уроков уже прошло? В том году мы более 20 уроков провели, в этом году у нас уже было 3 Минуточку, вы урока. уже сколько проводите уроков на сцене? Год, весь прошлый Уже год мы проводили уроки, да. Да. Но у нас еще есть много. Прошу. Час методиста, это вот вебинары мы проводим в связи с принятием нового стандарта федеральных рабочих программ для учителей. Очень много тревожных моментов. Учителя не всегда понимают. У нас все учителя сегодня работают по рабочим программам. Эти рабочие программы учителя создают в специальном инструменте, который называется конструктор рабочих программ. То есть, на мой взгляд, этот инструмент решил задачу того, что обычно учитель считает, вот есть учебник, я с учебником пришел на урок и даю урок. Но это же совершенно не так. Урок дается не по учебнику, учитель должен представлять цель урока и конечный результат своего урока. В учебнике они не прописаны, они прописаны в программе. Вот поэтому то, что мы добились того, что каждый учитель сегодня понимает, зачем он пришел в класс и какой конечный результат должен быть, в этом мы считаем заслуга этого проекта. Ну и, конечно, мы помогаем учителям. Мы помогаем на вебинарах учителям осваивать рабочую программу. Есть расхождение с учебником и с рабочей программой. Решать эту проблему помогаем учителям. Такие вебинары ведут руководители наших центров. Они у нас проходят еженедельно. Помимо этого, школа молодого зауча и директория для директоров у нас работает.
И у нас школа молодого педагога. В том году у нас был еще кинолекторий. Это как раз вот в тему того, что я говорила, когда учитель должен не только развиваться в области своего предмета, но он еще должен быть, общекультурное развитие у этого педагога должно быть, да? Это и посещение театров, это и обсуждение фильмов, это чтение соответствующей литературы. О чем я и хотел спросить. Да, и обсуждение этой литературы, это все вот в наших проектах осуществляется. Вот смотрите, Ганга, о чем я вас хочу сейчас спросить. У нас актуальными является программа переподготовки или повышения квалификации? Вы подготавливаете, переподготавливаете учителей или повышаете их квалификацию? И там есть разница какая-нибудь? Есть разница, но мы делаем и то, и другое. И то, и другое? Да, А в чем тут разница? Есть институты развития образования, у которых еще есть и аспирантура. У нас аспирантуры нет. Но у нас вообще тяжеловато с кадрами. Я должна это отметить. И заодно воспользоваться возможностью всех учителей, которые чувствуют в себе научный потенциал, пригласить к нам и чувствуют себя методистами. Но переподготовка – это когда учитель меняет свою специальность. По итогам переподготовки учитель получает диплом о том, что он прошел переподготовку и получил второе образование. Так это второе образование, Это по фактически, сути. Да, это диплом. Это диплом, это второе образование. Вот у нас сегодня такая переподготовка. Мы запустили два направления. У нас учителя физкультуры были не специалистами, и мы для учителей физкультуры запустили переподготовку. И вторая переподготовка – это управленческая, которая как раз вот в лидерах образования мы ее реализуем. И учителя и заучи, участвующие в проекте «Лидеры образования», они заодно получают переподготовку управленческую. И здесь очень сильно нам помогает педагогический университет наш. Переподготовка по всем остальным специальностям существует в том числе у них. А наши учителя, например, если это физик, и он преподает математику, он обязательно сейчас по требованиям закона должен пройти переподготовку по своему предмету. Это требование? Это требование обязательное. Сегодня не может учитель, не имея диплома о переподготовке, заниматься непрофильным предметом. Через какое время нужно проходить переподготовку? И Повышение квалификации, переподготовку нужно проходить только тогда, когда ты из одного профильного предмета переходишь в другой профиль. То есть, если я учитель русского языка, литературы или истории и хочу преподавать обществознание, так сложилась ситуация в школе, тогда я прохожу переподготовку. А что касается курсов повышения квалификации, требования закона один раз в 3 года. Но, к большому счастью, сейчас такого нет. Если вы спросите учителя, сколько раз за год он проходит переподготовку, это может быть и 5 раз, и 6 раз. А почему? С чем Вот это связано? Это обязаловка? связано с информационным потоком. По-другому учитель сегодня не сможет работать. Происходит очень много событий, изменений в системе образования. И Ганга, а приходят 3 раза в год, 5 раз в год к вам? У нас есть сейчас в соответствии с концепцией о научно-методическом сопровождении педагогических работников и управленцев перезагружается система методической работы в республике, и у нас есть пул региональных методистов, утвержденный приказом министра, реестр такой методистов наших. Их более 160 человек. Вот они все, когда приходят в эту систему, они практически проходят за год по 5-6 курсов. И это нагрузка, несомненно, нагрузка на учителя. Ведь посмотрите, в 2005 году, когда в Министерстве образования стоял один компьютер на все Министерство образования, и посмотрите сегодня, когда наши школы снабжены полностью и компьютерами, и интерактивными досками, и эти интерактивные доски рабочие, и есть интернет, и у нас очень много ресурсов, именно информационных ресурсов. Если сегодня учитель этим ресурсом не обладает, если он не умеет им пользоваться, он практически не сможет работать. И этот ресурс,
каждым днем становится все больше и больше. Вот, например, система оценивания, да? Когда мы говорим, учитель за урок успевает опросить 3-4 человека. Сегодня за 3 минуты он может опросить трижды весь класс. Потому что информационная система оценивания помогает ему это сделать. А кто-то говорит, что нет развития образования в нашей стране. Вы знаете, очень много говорят о том, что образование ломается, рушится, стоит на месте. Но если мы так объективно посмотрим на систему образования, даже вот в нашей республике, да, то от пленчатых окон и буржуек мы шагнули очень далеко. Очень далеко. И это хорошо. И как бы мы сегодня не говорили о наших учителях, а мы их любим иногда так. Да, любим иногда, да, бывает у нас Бывает. такое. Тем не менее, все это в этой системе сделано этим нашим замечательным учительством. Смотрите, в каждом регионе работает институт. И вы это знаете лучше меня, который специализируется на обучении педагогов. И какое место в данной системе занимает наш институт? Наш институт занимает такое место хорошего середнячка. Не скажу, что мы в лидерах. Лидеры – это Москва, Татарстан, большие регионы. Но вот я говорила, если бы в рамках кадровой системы мы бы могли… У нас сегодня кто работает в моем институте? Вот если мы возьмем Татарстан, если мы возьмем там Воронежский сильный, Астраханский институт, там, как правило, работают кандидаты наук, очень много профессоров. Чувствуется в вашем голосе, что вы контактируете между Конечно, без этого институтами, невозможно. да? Все институты между собой в очень тесном контакте работают. И, кстати, все друг к другу ездят на стажировки. Вот буквально неделю назад мы принимали Пермь, а в ближайшее время мы будем принимать еще и Челябинскую область. То есть в том году мы регионов 7, наверное, приняли в нашей республике. Едут к нам? Едут очень много гостей к нам и хотят ехать. Очень много людей. И что мы можем им дать? Вы И знаете, что мы им даем? к нам едут делиться воспитательной работой. Во всяком случае говорят, что ведь когда у нас были введены новые стандарты 10 лет назад, система воспитания из школы ушла. Был такой посыл, что школа не должна воспитывать. Воспитывать детей надо дома, школа должна только давать образование. И, кстати, вот этот посыл, он и больше всего загубил систему образования Российской Федерации. И, как говорит наш министр, теперь мы хотим за 1 год воспитать патриотов. Так быстро это не происходит, этому надо учить. Но что отрадно отметить, в нашей республике воспитание никогда не уходило. Если вы помните, еще о воспитании, наверное, в регионах вообще не говорили, да и в Российской Федерации не говорили, когда у нас была концепция духовно-нравственного воспитания которая есть и сейчас, по которой мы и сейчас которая работаем. есть и сейчас, которую за основу брали, когда составляли документы для системы воспитания Российской Федерации. Поэтому система воспитания, она никогда из Чеченской Республики и из школ Чеченской Республики не уходила. Наших гостей всегда удивляет поведение наших детей. Да что там гостей? Нас удивляет. Вот когда мы приходим на уроки к нашим учителям, первый вопрос. Вы пришли проверять нашего учителя? У нас самый лучший учитель в школе. Мы дорожим своим учителем. И если бы вы видели, как наши дети защищают своих педагогов, как они стараются отвечать на уроки, чтобы не подвести своего педагога. Ведь это внутренняя культура, это уважение. Мы сегодня много говорим о какой-то нестандартной молодежи, которая нам не нравится, но та молодежь, которая растет сегодня в Чеченской Республике, это дети воспитанные. Нам главное их не упустить. А для этого мы сами должны быть примером во всем для этого детей. Вот спасибо вам за такую откровенность. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. И мой последний вопрос. Личный. Можно? Можно, конечно. Какая у вас самая любимая фраза, которая стимулирует, мотивирует, с которой вы идете по жизни? Есть такая фраза?
Конечно, цитата, афоризм. У каждого человека есть такая фраза. У меня таких фраз достаточно много. самая Одна такая, из самая. них была и стоит у меня в Инстаграм. Это фраза «учиться, учиться и учиться». Но в рамках нашего разговора я бы все-таки хотела назвать другую фразу. Прошу. Фраза, которая меня стимулирует. Большая часть человека, жизни человека проходит на работе. И вот если мы сегодня говорим о системе образования, а для меня она значит очень много и в моей жизни, то для меня такой фразой является фраза «учитель создает нацию». Вот на этом сегодня и закончим. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Низкий вам поклон за вашу работу, учитель. Спасибо. От имени всех учителей Чеченской Республики. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И ректор Института развития образования Чеченской Республики Ганга Эльмурзаева. Заслуженный учитель Чеченской Республики. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.